Здравствуйте, это военкомат. Да, все верно. Хотел узнать по поводу контрактной службы. К кому можно обратиться? Перезвоните, пожалуйста, 50902. На второй день обзвона военкоматов ситуация еще не начала меняться в лучшую сторону. На том конце провода Лениногорск. И здесь сразу же посылают по другому номеру. По нему, правда, сразу взяли, но оказалось, что снова не те. Военкомат. Здрасте. Хотел узнать по поводу контракта. Ага, еще раз по этому номеру перезвоните. Дозвониться до нужного кабинета нам удалось только с третьей попытки. Только вот незадача. Специалиста почему-то опять не оказалось на месте. Молодой человек. Да. А насчет контракта? Да. Ага, она уехала. Она подъедет, наверное, через часов. Можете перезвонить? И пока лениногорский специалист едет на работу, мы решили не сидеть сложа руки, а позвонить в Зеленодольский военкомат. Там мы побывали во вторник. Надеялись, что сегодня потенциальному претенденту на заключение контракта помогут. У этого военного комиссариата на сайте указано сразу два номера. По первому номеру Зеленодольский военкомат не берет. Попробуем позвонить по второму. Здесь дозвониться удалось уже со второй попытки, но специалист на том конце провода не сразу пошла навстречу. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел вот узнать по поводу заключения контракта, какие условия, какие есть льготы, как заключить. Я сам просто в другом регионе. Я поняла, мы просто по телефону такую информацию не даем. Вы приходите к нам своим билетом с паспортом. Здесь мы все вам брошюрки, все даем на месте, все объясняем. Предложение выглядело более чем странным, ведь только вчера мы рассказывали, что пока в военкомате идет капитальный ремонт. Все настолько заняты работами, что времени на объяснение вряд ли у кого-либо найдется. Да и где в таких условиях принимать потенциальных контрактников, но специалиста это, видимо, не смутило. Тем более оказалось, что им нужно время и какая-то брошюра. Вы знаете, у меня вот сейчас под рукой вообще ничего нет. У нас есть такая брошюрка, и там все полностью расписано. Какие выплаты, что. Во-первых. Во-вторых, мы смотрим военный билет. Служили бы в армии, нет. Начинаем с этого. Ну, я могу вам... Какая у вас медкомиссия? Что у вас со здоровьем? Но медкомиссию уже я потом буду проходить. Я могу сейчас рассказать. В любом случае, нам нужно посмотреть ваш военный билет. По телефону. Вот как мы с вами по телефону? Мы же с вами заключать не будем контракт. Мы вновь напомнили, что звоним из другого региона и просто хотим узнать, какие условия предоставляются в Татарстане. Но даже так ответить на наши вопросы по телефону нам или не смогли, или не захотели. Выплаты еще появились новые. Я вот читал, Раиса, были выплаты Раисы Республики. Это у вас есть? От этого, может быть, вот насчет этого я не могу вам сказать. Пока в военкоматах не могут сказать, наверное, многие не могут встать на защиту нашей страны. Ведь как заключать контракт, если до нужного специалиста нельзя дозвониться даже с третьего раза? Рамиль Шайдуллин, Амзель Гарипов, ТНВ, Казань.